Новые автобусные остановки, улучшение системы водоснабжения, строительство дома культуры, школы и детского сада. Это неполный список преобразований сельского поселения Бердюрт. По уровню развития не уступает и Чемульга, предмет гордости села «Новая выездная трасса». О развитии сельских территорий репортаж Жаридат Халухоевой. Бердюрт – одно из самых молодых сел Ингушетии. Оно расположилось между рекой Аса и селением Чемульга. Это крохотно-населенный пункт из 17 улиц. В первое время местные жители потерпели массу неудобств, связанных с отсутствием элементарных условий. Здесь не было ни воды, ни газа, ни электричества. Сейчас же поселение полностью обеспечено всеми необходимыми ресурсами. Одна из важных задач повышения инфраструктуры – это, несомненно, строительство дороги. Так считают и сами бердюртовцы. Багаудин Батыгов живет здесь уже 15 лет. Прекрасно помнит все выбоины. Сейчас асфальтированное покрытие радует и маленьких, и взрослых. Радостью последних лет в селе стали остановочные павильоны, благодаря которым жители могут дожидаться автобуса не под открытым небом, а в уютном строении. Не услышишь от сельчан больше жалоб на водоснабжение. Буквально в прошлом году в Бердюрте пробурили скважину, тем самым обеспечив бесперебойной подачей воды. هذا يرحبيش عني يرتحبيش عني خي تادي تنوقوني تاخي دوام مسمتها يرتي я проблем В этом году, в прошлом году, вот этот летний сезон, жаркие дни, у нас всегда вода, 100% вода. Не то, что себя мы обеспечили водой, мы даже воду подаем в ореховый сад. На этом благоустройство населенного пункта не заканчивается. По словам главы поселения, совсем скоро у жителей появится возможность отправить своих детей в новую школу, в которой будет предусмотрен и детский сад. Обещают здесь возведение дома культуры. Строительство таких важных социальных объектов планируется на 2019 год. А пока бердюртовцы ждут новых перемен, уже слаженным бытом не могут нарадоваться жители сельского поселения Чемульга. Населенный пункт имеет необычную инфраструктуру. Он разделен на две части и раскинулся маленькими хуторками на нескольких пологих холмах. Если в так называемой Чемульге-2 уже давно налажена система централизованного водоснабжения, то в первой ее части проблему решили относительно недавно. По поручению главы региона здесь заменили глубинные насосы водопровода. Проблема насосы хам телхан خدوات سو اجر حالت سو خت خولر لوخ مل ترباش دسا خد حقواتر هذا خنا الحمد لله دكتور دلت خول خنا قبال هيك تبيج خنا غازنا سويتنا بكا قلدي الحمدات تاع مولا واش تاع ازيد عند يستن ديوان برغاتو يحالش ولا تقو برغاتو يحالش كاش. Основной предмет гордости сельчан – выездная трасса. Ее здесь проасфальтировали первым делом. В этом году отремонтировали еще 3 улицы – Лесную, Широкую и Центральную. И дороги были грейдерные. Местами пыльные были дороги. Конечно, за последние 10 лет в нашем селе много изменений. Благодаря поручению главы республики, благодаря содействиям главы района, благодаря главы сельского поселения. Большое внимание нам уделяют, что касается дороги, воды, естественно, газоснабжения. Эти условия значительно изменились. Изменились вот за последние 10 лет, что я здесь проживаю. Естественно, качество жизни людей тоже меняется, соответственно. Огромную работу по благоустройству провели в сельском поселении Ашты. За последние несколько лет здесь проложили дорогу с Чемульги на Ашты. Совместно наладили уличное освещение. Большое внимание уделили и досуговым мероприятиям. В селении строится новый дом культуры. Дом культуры. Дом культуры. كذا شو أروال بيبليوتيكا ما واشتا يا جرت ناخن ببول خبر كذا هذا بارغتوية آخرني قبل سويت إنترنت تاخن دو أسعندير ريسبوليك جرجانا يشتمير دالش حلو لا مجمع كحميات وناس شو يست خي خلش حنا اساس خش تكون خد دولش ده
туристиш ухожмат куги куна дамуга дарандали. Дик халдут ходил, я дождут колока. Решили здесь проблему и с телефонной связью. По поручению главы региона Юнусбека Евкурова в 2014 году в Аршты построили вышку. Решается вопрос полного обеспечения села водоснабжением. Приезжали подрядчики, пробурили воду, нашли здесь главную воду. Здесь никогда не было воды централизованной. Скважина пробурена стоит. И в этом году уже по линии Роснефти выделено 14, по смете 14, по-моему, плюс-минус, я не знаю, там миллионов рублей для разводки и дальнейшей прокладки водоснабжения. И вот со слов вице-премьера Ужахова Магомеда, глава республики уже подписал проект. И в этом году, я думаю, будет вода. Развитие и благоустройство этих сел, как и всего региона, и есть база, на которой будет строиться благополучие и успех будущих поколений. На это и направлена основная работа руководства республики. Жарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24.